раз 12 апреля мы разговор вели о том, как вот исследовать космос, да, практически. А сегодня, значит, 21 апреля, у нас обратная немножко задача еще будет, да, как исследовать из космоса Землю. Да, и это, значит, ну, имеется в виду тоже вот, как говорится, все эти задачи, да, имеют и ту, и другую, как говорится, сторону. Да, то есть это обоюдное такое направление, в котором проводятся исследования. Меня зовут Павел Василий Климович, я являюсь директором Малой академии наук Республики Саха-Якутия, регионального центра по работе с одаренными детьми. И сегодня у нас замечательные наши эксперты, гости и люди, которые работают с детскими проектами. Я сегодня хочу сперва представить нашего гостя из Дальнего Востока, из Владивостока. Это технический директор Центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета Павел Андреевич Ефимов, который давно уже занимается проектной деятельностью школьников, сейчас, значит, со студентами работает, с магистрантами. Фактически он ведет проектную деятельность, выстраивает процессы взаимодействия межшкольной проектной деятельности, популяризирует проектную деятельность, формирует методические и методологические основы для внедрения проектной деятельности и увеличения числа проектов. Да? И также в свое время готовил команды для соревнований по робототехнике, ну и занимался, как раз его, значит, сегодня выступление будет популярные технологии для разработки проектов в космической отрасли. Пожалуйста, Павел Андреевич, вам слово. Да? Дайте, пожалуйста, презентацию. Я могу понимать сразу отвечать, да, экрана своего, никаких проблем не будет. Сейчас, секундочку. Так, замечательно, что запретилось видно на презентацию. Да, все хорошо. Вот сейчас меня уже представили, я думаю, что второй раз представляться это будет излишне. Если что, кому-то нужны будут мои контакты, они сейчас представлены на этом сайте внизу. Можно посмотреть, связаться со мной, если будут какие-то дополнительные вопросы. Соответственно, сегодня у нас такая тематика интересная, связанная с космической отраслью. Дополнительно я бы, конечно, хотел, чтобы мои коллеги, например, с центра тоже подключались к этому обсуждению, если будет возможность, где-то на YouTube, например, потому что люди видят трансляцию. И, соответственно, обсуждали как раз вопрос, связанный с космонавтикой и технологиями, которые есть. Вообще, центр сам по себе, у меня, ну, как сказать, инфраструктура в университете, которая имеет несколько подразделений, в рамках которых мы работаем со студентами, а также со школьниками, и, соответственно, реализуем различные проекты в областях, которые наиболее популярны в области НТИ и других каких-то мировых тенденций и технологий. Одно из них – это аэрокосмическая техника. Соответственно, у нас основные задачи, которые есть, это спутникостроение, такое очень направление, которое на самом деле дополнительно реализуется. То есть у нас где есть различные опыты нагрузок для спутников. И здесь речь идет о простых спутниках, таких как Эксаты, для тех, кто не знает, просто формат чудика, 10 на 10 сантиметров, каждая его грань. Ну и, соответственно, таким образом можно, например, студенческие работы наполнять такого рода аппараты, полезные нагрузками, и потом запускать в космос в рамках программы общей доступной для всех университетов, это получается программа Research. Второй пункт, который мы хорошо реализуем здесь в центре, это работа в области зондирования Земли и, получается, исследование с помощью нашей станции различных объектов и различных событий. Например, как была работа в нашей станции в области проблем, связанных с начаткой, когда случился инцидент, с которым мы пытались разбираться. Вообще, как я уже сказал, у нас есть два таких крупных направления, плюс еще каких-то моделирования, потому что очень популярно среди студентов и со школьниками очень самое. Вообще, если говорить про проект, мы стараемся реализовывать с школьниками такую ступеньку, точнее, что лестницы проектов, в рамках которых есть ступени, когда мы изучаем технологии популярные на текущий момент, и потом интегрируем свои проекты. То есть мы позволяем им изучать какие-то технологии, которые популярны сейчас,
того, чтобы встраивать в свой проект, а потом с ним уже дальше работать и выходить на более серьезные проекты, такие как демонстрация. У нас есть два таких крупных направления, плюс еще ракетомоделирование, то, что очень популярно среди студентов, и со школьниками то же самое. Вообще, если говорить про проекты, мы стараемся реализовывать с школьниками такую ступеньку, точнее даже сказать, лестницы проектов, в рамках которых есть ступени, когда они изучают какие-то технологии популярные на текущий момент, и потом их интегрируют в свои проекты. То есть мы позволяем им изучать какие-то технологии, которые популярны сейчас, для того, чтобы встраивать их в свой проект, и потом с ним уже дальше работать и выходить на более серьезные уровни, такие как демонстрация своих знаний в виде Олимпиады НТИ, либо проекты, связанные с компетенциями WorldSkills. И, соответственно, каждый раз на каждой ступеньке что-то получается более сложное, что-то более расширяющее кругозор, и таким образом можно формировать прикладные компетенции, которые можно использовать уже в дальнейшем в своем обучении. Если говорить про как раз обучение, то мы, соответственно, преследуем цель дать харды обязательно, то есть центр застроен на это. То есть это различные языки программирования, моделирование, печать, работа со станками. И, соответственно, второй важной частью проекта является ведение софт-скиллов, то есть это работа с командой, использование инструментов, которые позволяют вести проект. Например, самый популярный из них – это Trello или, например, Miro, для того, чтобы можно было работать с досками, работать с, получается, логическими связями и выстраивать уже проект с точки зрения его дополнительной защиты. То есть делать презентации и делать, получается, продвижение проекта. То есть это очень тоже важный момент, который нужно помнить при реализации проектов не только в области космонавтики, но, например, проектов как таковых, которые как раз мы затрагиваем при работе со студентами, со школьниками. Вообще, если говорить про уровни, то я уже сверху затронул несколько направлений, которые мы реализуем, и одно из них, например, создание модели ракет. И вот если здесь уже говорить конкретно, то мы включаемся в работу с популярными инструментами, такими как Python, который, по моему мнению, уже знают, наверное, большинство программистов, потому что один из самых популярных языков программирования, который позволяет решать очень много задач различных, причем очень быстро писать код. Дополнительно, если мы говорим про моделирование, то это, например, можно использовать Autodesk Fusion, один из самых популярных инструментов для 3D-моделирования, прототипирования. Дополнительно есть фишки, которые связаны с 3D-печатью, интеграция в него принтера, и плюс еще в последних версиях появилась возможность подключать его к станкам, и можно, например, сразу же делать фрезеровку, токарной работы и так далее. Еще, кстати, например, если говорить про как раз создание модели ракет, то важным аспектом является имитация работы и симуляция поведения ракеты, как она будет себя чувствовать, то есть как она себя поведет в процессе запуска. И таким образом есть определенные инструменты, тоже популярные, которые мы используем. Это, например, Open Rocket Simulator, который позволяет нам набросать на текущей ракете какую-то полезную нагрузку, парашюты установить, пробки, выбивные двигатели и посмотреть, симулировать, как будет работать ракета в реальных условиях. Что позволяет нам в данном случае уже заинтересовать ребят, которые работают в области ракетомоделирования, получить уже прикладные навыки здесь, чтобы потом делать более сложные вещи, участвовать, например, в такой вещи, как реактивное движение. Это, получается, всероссийский конкурс, который позволяет проверить свои знания и навыки в области ракетостроения. Там есть очень много различных категорий, таких как одноступенчатые ракеты, многоступенчатые ракеты. И вот, соответственно, в данном случае это такой вот шажок небольшой, который именно дается в области ракетомоделирования, когда ребята собирают полезные нагрузки сейчас и потом собирают более сложные устройства. И следующим шагом у них будет уже работа в институте и поступление и обучение в области уже построения реальных ракет. Особенно учитывая последние тенденции, связанные с популяризацией их со стороны наших западных коллег, SpaceX и Илон Маск и его деятельности в этом роде очень сильно ребят сподвигает заниматься этими задачами и вопросами. Второй момент, более сложный с точки зрения кодинга, это обработка данных и дистанционное зондирование Земли. Здесь, если мы говорим про задачи, то это стандартные задачи, связанные с поиском каких-то зон интереса и формирование продуктов, так называемых, которые создают программные пакеты. В данном случае
Есть варианты, когда у вас есть станция X-диапазона, которая может принимать напрямую данные со спутников, их потом обрабатывать и выдавать какого-то рода продукты. Но если, например, такой станции у вас нет, вы можете получить данные из открытых источников, таких как Sentinel Hub, либо похожих. Там есть данные с доступных спутников, вы можете спокойно скачать эту информацию, обработать ее, получить какие-то простые продукты и, соответственно, их обработать. Дополнительно, если хотите более сложные вещи использовать с точки зрения обработки данных, то вам нужен уже какой-нибудь сложный инструмент типа CDAS, который устанавливается вам в операционную систему, и вы уже с ним работаете. Подгружаете туда простые фотографии и данные сырые, и он уже вам дает определенного рода продукты, которые вы настроите. Ну, например, если говорить про открытые источники, то, что я находил по-быстрому, это вот у нас, например, есть такая небольшая фотография спутниковая нашего кампуса из космоса, и, соответственно, есть некоторый уровень обработки, связанный с данными по растительности, которая расположена у нас в бухте и, соответственно, на острове. В данном случае это показания, которые связаны как раз с микроорганизмами, которые находятся у нас в бухте, и эта информация открытая, вы можете спокойно посмотреть ее, если будете использовать вот, в данном случае инструмент, который я называл вот здесь вот Sentinel Hub. Он там позволяет получать такие данные, причем за разные промежутки периода времени. Если, например, мы говорим про обработку данных еще, дополнительно, кроме того, что можете получать данные от спутников, их можно еще дополнительно отправлять. Например, это использовать станции и антенны УКВ для того, чтобы связываться с МКС. Такой вариант возможен. Есть официальные процедуры, которые можно использовать для того, чтобы с МКС пообщаться и пообщаться с нашей командой на Международной космической станции и с ними позадавать им вопросы и поговорить о каких-то проблемах либо задачах. Дополнительно можно их послушать, то есть данные открыты, и можно также слушать дополнительно какие-то спутники, используя обычные SDR-приемники или, например, приемники, которые используются для того же самого телевидения. С открытых спутников можно легко получать данные и потом с ними работать. Это в том случае, если нет своей станции и нет каких-то у вас возможностей получить. То есть есть популярные решения, такие как SDR-приемники стандартные, либо HackRF, которые также можно использовать для работы с сигналами. Одно из самых важных и последних направлений, которые у нас есть в центре, которые мы реализуем совместно со школьниками, со студентами, это спутникостроение, когда, получается, студенты со школьниками в одних командах реализуют проекты, связанные с созданием таких студенческих проектов типа кубсатов, то есть этих кубиков спутников, и наполняют их полезными нагрузками и какими-то экспериментами. А в данном случае есть какой-то замысел, есть какая-то задача, и ребята ее строят. Формируют какой-то кубик, который наполняется информацией. То же самое, например, есть для школьников с этого года, получается, программа, которую организовал фонд Бортника, которая позволяет тоже запустить школьный спутник в космос, который называется SpaceP. И таким образом здесь такие же инструменты используются, популярные как Python, платы Raspberry, Arduino, либо PyBoard для того, чтобы как раз собирать полезные нагрузки и потом их тестировать. Причем дополнительно интересно, что, так как высота небольшая, можно использовать популярную электронику, которая не требует дополнительной радиозащиты. Если говорить про взаимодействие уже конкретно с точки зрения обучения, то у нас есть несколько образовательных программ, которые мы реализуем внутри центра совместно со школьниками. Это там для разных возрастов, для разных классов, когда идет такое, как я говорил, уже ступенчатое взаимодействие, обучение их постепенно с 5-7 классов, когда есть какие-то основы, потом переход к более сложным вещам через проекты и наполнение пула компетенций для того, чтобы потом уже эти знания полученные использовать для их применения в области, например, Олимпиады НТИ, по 3 профилям, которые сейчас существуют: космические системы, анализ космических снимков и спутниковые системы. Либо, например, использование этих знаний в области чемпионата WorldSkills, в котором также есть компетенция, связанная с спутникостроением. На самом деле, популярным инструментом, который я сейчас назвал, это все. То есть, в основном, возможно, как-то все получилось немножко скомканно, немножко презентационно, но если дополнительные вопросы есть, то я готов на них ответить, а с точки зрения инструментов дополнительно проконсультировать. Спасибо.
У меня вопрос, можно Да, задать? конечно. Вот вы в основном упор сказали на спутникостроение, кубсаты и так далее, конечно, это инженерное такое направление. И так Мгм. немножко вскользь упоминали про обработку данных. Мгм. У вас во Владивостоке есть очень хорошие центры академического плана. В частности, вы Да. упоминали решительный Покров, ботанический сад вашего дальневосточного отделения, член-корреспондент Крестов Павел Витальевич, если вы его знаете, то там есть очень неплохая группа, которая занимается применением искусственного интеллекта для обработки многих вопросов в области геоботаники. Поэтому, если что, если вы, ну, я знаю, он как-то слишком академичный товарищ, мой хороший коллега, друг. Ну, это то, что является сейчас очень высоким уровнем вот, в геоботаническом картографировании. И мы, например, ну, по всей стране знаем, что вот по многим вопросам они лидеры. То есть я понимаю, что со школьниками вроде бы сложновато дойти до этого уровня, но все равно нужно опираться на высокий результат. Показатели, поэтому вам такое маленькое предложение выйти на Павла Витальевича. Если Мгм. что, упомяните Чиросова Михаила Михайловича, если Мгм. вдруг контакт у Хорошо. вас пока А, отсутствует. насчет Он академии, директор, получается, у то нас... есть член, да, Дальневосточное отделение Российской академии наук. Мгм. Насчет академии вообще, у нас, вот, например, по обработке данных со студентами у нас активная работа идет больше с Devoran, именно подразделением ИАПУ. То есть там с Анатолием Ивановичем, а, получается, у нас активная работа идет. И в таком ключе, получается, работает наша станция. И вот одна из последних активностей, которые они помогали использовать, это вот у нас был проект, связанный как раз с обработкой спутниковых данных и течений. Это в рамках проектной школы, которая проходила буквально недели две назад. Там как раз представители компании, точнее, не Ну, компании, а института Devoran участвовали и да, ну помогали просто ученикам делать очень направлений эффективные много. продукты. И, конечно, Да, да. очень хорошее направление и это, но если обычно снимок, когда видят, то, что вот мы видим, это есть растительность, и у вас под рукой есть коллеги. Если Да? они, конечно, согласятся работать со школьниками. Это специфический, сами знаете, такая ситуация. Спасибо. Ну да, я понимаю. Спасибо вам тоже. Спасибо, Павел Андреевич. И сейчас представить нашего другого, значит, выступающего. Это Юрий Николаевич Романов. Он расскажет нам историю, связанную с проектной деятельностью космической как раз со спутниками, с построением разных моделей, которыми уже давно здесь мы работаем, да, так сказать, sounding rockets и прочее, все эти запуски, которые уже 10 лет как здесь проводятся у нас в Якутии. Юрий Николаевич является учителем информатики, очень известная здесь в Якутске школа, называется физико-технический лицей имени академика Владимира Петровича Ларионова. И является очень у нас известным значит, педагогом дополнительного образования именно как раз по проектной деятельности школьников. Пожалуйста, Юрий. Вот сидел и смотрел на презентацию. Я видел очень много вот таких знакомых картин. Да, вот мы во многом наша работа с кожей, с работой центра Павла Андреевича. Вот я хотел остановиться на одном. Вот мы, скажем, вышли на довольно такой развитие, да, довольно высокий уровень развития по этому направлению на горбу проекта «Концерт России». Вот мы 10-й год нынче исполняется 10 лет этому проекту. И вот мы с самого начала, участвуя на этом таком всероссийском серьезном конкурсе, технологическом конкурсе, да, мы прошли большую школу, и это нам дало очень много полезного.
части опыта, части выхода. Ага. И вот мы держимся за этот проект со всеми, скажем, конечностями, да, потому что это единственное, вот, скажем, вот такое технологическое, скажем, технологический конкурс, где школьники вот, проходят все стадии вот, конструкторского опыта. Да. Вот. Сейчас уже Консат России называется воздушная инженерная школа, там несколько направлений, но вот Консат остался, и мы держимся за это. И участвуя в этом конкурсе, мы очень легко вошли в WorldSkills, конкурс компетенций, да, участвуем ежегодно среди по компетенции инженерии космических систем. И это все благодаря тоже вот Консат. Так? И вот, у нас вот, третий год работает Кванториум. Вот мы вот 10 лет в проекте Консат, третий год внутри Кванториума. Все вот это направление у нас идет, да. Все как бы нам очень повезло, везет, да, можно сказать. Начинали с Консата, и как раз, когда мы накопили опыт, у нас появился космоквант с хорошей базой, оборудованием, и я очень пользуюсь моментом, вот, благодаря он как раз стоял на вот, начала работы Кванториума, его энергии, скажем, организаторские способности нам помогли очень быстро войти вот, в струю WorldSkills и успешно начинать работу в компетенции инженерии космических систем. Михаил Михайлович нас организовал очень такую, скажем, большую школу, первоначальную школу по компетенции инженерии космических систем. И вот довольно уверенно в этом направлении. И сейчас вот у нас в республике в одной точке открывается как бы наш филиал, это МЮРБ, центр дополнительного образования, купили оборудование. И ребята вот нынче победили в республике и вот собираются участвовать в отборочном туре WorldSkills. Так, вот и немного наше движение образования республики расширяет. Городские школы, это школа, это все не получилось, так? Ну, вот так идем постепенно. Вот презентация, ребята. Ага. Так. У меня презентация про Консат России, да? Есть, я попросил бы. Еще раз напоминаю, школа, воздушная инженерная школа МГУ, имеется сайт roskonsat.com. 10 лет этому движению в этом году. Вот мы одной командой пробились в финал нынче. Да. Так. Должен заметить, что это для школьников, да, но оно продолжается и студентами. Да, вот ребята, достигая возраста, студенческого возраста, они продолжают дальше идти и уже занимаются вот, курсатами. Вот. Наши выпускники как раз и вот наши студенты, выпускники наших школ находятся в... Да, ага.
Что еще? Вот, давайте я пойду там, может, там прямо оттуда я быстренько пролистаю, да? Можно, да? Я так, здесь, вот так, мышкой, да? Так. Угу. Все, давайте я быстренько пролистаю. Ага. Так. Ну, началось в России в 2011 году, в мире в 1999 году. Так, ага, вот где-то порядка 70 команд участвует, да. Организатор предоставляет, например, такие так называемые конструкторы. Вот мы начинали с помощью инженеров Института космофизики, который находится в Якутске, да, нам они очень помогли в становлении, вот так, вот здесь показаны все этапы, как мы работаем. Дальше, вот мы участвуем, и видим, вот первое, это зимой защита, а летом запуск, да, вот летом запуск. Летом запуск. Вот такой формат. 2 тура. Это как бы зимняя отборочная сессия, отборочный этап и финал. Финал проводится на поле. Угу. Так, дальше у нас, ну вот здесь видео, вот мы проходим подготовки на базе Малой академии наук ежегодно, собираемся 2 раза. С таких сборов запускали большую ракету, испытывали, да. Я должен сказать, что успех участия в воздушной инженерной школе, да, зависит от подготовки, да, от испытаний. Вот одно время мы например, взаимодействовали с ДОСАФ, с парашютистами, да, мы кидали наши аппараты с самолетов Ан-2, так. Иногда вот я бывало даже поднимался на вертолете, чтобы испытывать вот испытания, вот результат успеха. Мы разбивали аппараты, разбивали вот 2 раза, например, в 2014 году 2 раза разбивали наш дорогой аппарат, но это помогло нам успешно выступить в финале. В Талдомском районе вот мы успешно запустились, заняли 2-е место. Угу. Так. Что еще? Вот, работая в этом проекте, ребята осваивают 3D-моделирование, это само собой, да, программирование, да, вот разные, даже приходится программировать на профессиональном уровне, ребята программируют на уровне студентов. Вот. И вот мы пожинаем плоды участия наших ребят в различных конкурсах, конференциях. Вот наш Андрей с Василием Климовичем, они победили в Непале, да. Андрей рассказывал, что там они были героями, буквально как вот серебряные призеры инженерии космической системы вот, Россия в Москве 2-е место занимали. Так, ну и сейчас участвуем. Ага. Так, дальше у нас, ну, все, вот студенты у нас успешно учится в МАИ, наш выпускник, который прошел школу конца, успешно, так, он занимается скафандрами и системой жизнеобеспечения, в будущих проектах, российских космических проектах. Я уверен, он будет участвовать. Космонавт, так. Вот ребята сидят, наши консалтанты сидят, центрицируют, тестируют аппарат Кубсат, про который рассказывал Павел Андреевич, да?
Этот аппарат сейчас на орбите работает уже где-то вот месяц, да, примерно месяц. И вот ребята оттуда приехали большими глазами. Они сказали, что вот мы работали с летным экземпляром. Наш аппарат полетит в космос, и вот мы ждали, и наконец дадись запуск. Да. Вот. И вот, ага, да. Вот. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Замечательно просто видеть, да, как вот начинается самое, доводится до конечного почти продукта, да, который признавал вылет спутника прямо в открытый космос, получается таким образом. То есть ребята начали с самых маленьких шажков и дошли до реального полета их объекта, который они сделали, спутника, прямо в открытый космос. Это просто замечательно. И сейчас мне вот представляется такая хорошая возможность значит, дать слово другому нашему интересному собеседнику, профессору Михаилу Михайловичу Чиросову, доктору. У меня предложение, Василий Климович, я хотел бы попросить вас дать слово сейчас Борису Захаровичу Борисову. Я постараюсь объяснить. Мы уже синхронизировали. Первым человеком, который начал работу по конкретно геоинформационным технологиям применения ДЗ, прошел обучение в Америке, за рубежом, и у него несколько стажировок, и фактически он один из движителей, ну, наряду сейчас со многими геоинформационных технологий. Правда, конечно, мы более специализируемся в биологической сфере, но в целом как бы технология универсальная, и поэтому в плане приоритета, а не возраста и всяких должностей, значит, Борис Захарович должен выступить передо мной, и он вводную вещь может, тут же много же детей, которые на Ютубе потом посмотрят, да, и некую такую постановочную образовательную часть, вот немножко детализирую, возможно, значит, это Павла про космические снимки и про технологии, которые во Владивостоке применяются, но у нас в Якутске они тоже неплохо развиты, и он бы рассказал бы сначала как такое базовое ядро, а я бы уже просто дополнил по тем мероприятиям, которые я как организующее начало тоже вместе с ним же, и мы и проводим в республике. Я прошу, чтобы вы дали слово сейчас Борису Захаровичу. Предлагает следующее, да, так сказать, дать слово Борису Захаровичу Борисову, старшему научному сотруднику Института биологических проблем крилетозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Как раз будет выступление «Использование спутниковых информационных систем в биологических исследованиях», в котором школьники. Здравствуйте всем. Ну вот мы с Юрием Николаевичем еще работаем наставниками в кванториуме вместе. Кстати, и по кванториуму вот являемся коллегами. Вот, как уже представил там Михаил Михайлович Чиросов, я занимаюсь информационными системами. И в последнее время мы, естественно, больше занимаемся спутниковыми снимками в своих биологических исследованиях. То есть я выступаю тут уже со стороны пользователей. Да? Вот сейчас передо мной выступали технари, которые делают спутники, делают ракеты, моделируют, делают спутниковую аппаратуру, а вот я выступаю уже как основная аудитория, наверное, как пользователи. Да? То есть вот с чем мы едим спутниковый снимок. Вот я хотел бы, чтобы мою презентацию включили. Я, конечно, извиняюсь за ее качество, просто в торопях ее делал. Поздно меня оповестили о таком хорошем мероприятии, как это. Вот. Чтобы я было побольше времени, получше подготовился. Ну, как бы это вот у меня иллюстрации было получше, побольше. И вот меня просили как бы так построить выступление, чтобы больше проинформировать школьных учителей, самих школьников, студентов, да, на выполнение своих проектов. И что бы я хотел сказать? То есть я вот геоинформатикой начал заниматься больше 20 лет после обучения в университете Монтаны. И вот что я хочу сказать? Да вот мне бы моложе, да, вернуться бы вот на 20 лет назад, чтобы я был как бы моложе сейчас, да, потому что сравнить то, что было
тогда и сейчас вообще ну, несравнимое. Потому что вот раньше все ГИС-программы были платные, они стоили очень дорого. Мы их получали по гранту, да? Как направлены на охрану природы. Спутниковые снимки надо было заказывать, по блату доставать. Да? Это было очень проблематично. Да? Первые отделы у нас этим владействовали. Да? Сейчас вообще у вас есть прекрасная ГИС-программа Quantum GIS. Да? Она абсолютно бесплатная, и вообще ее уровень очень высокий по обработке спутниковых снимков, по ГИС-моделированию, по созданию ГИС-данных. Также очень многие спутниковые снимки вообще доступны бесплатно, в свободном доступе. И то есть как бы для вас есть такой большой карт-бланш в жизни, да, использовать это. Но, естественно, нужен первый толчок, как для меня, например, в 2000 году стажировка послужила толчком, и я как бы покатился дальше, да, по наклонной. Ну, это шучу, конечно. Многим нужен такой толчок, и вот сейчас вообще тоже очень хорошее время, когда вот есть кванториум, есть ДНК, да, есть Малая академия наук, то есть вообще вот точка кипения. То есть вам фактически, то есть надо куда-то войти в струю, даже попросить, даже если этого нет, попросить, что у нас есть интерес провести, чтобы прошли такие курсы по обработке спутниковых снимков, и вам пойдут навстречу. Да? Тот же институт биологии, например. Можно подойти к руководству и договориться о каких-то совместной деятельности. То есть вы просто на месте поможете нам, биологам, из-за этого будет как бы допущено до материалов и сможете сделать великолепные проекты. Что бы я еще хотел сказать вначале, я еще являюсь экспертом, да, вот, нет, не WorkFields, это вот «Шага в будущее», да, вот секции, которую создал Михаил Михайлович Чаросов, это данное дистанционное зондирование, геоинформатика, да, я вообще как бы в ужасе, да, в ужасе от чего? Потому что с каждым годом растет уровень работ школьников, да, вообще выходят на такие делать серьезные работы с применением очень простых методов, открытых источников, то есть они все, ничего не покупают и делают очень хорошие такие серьезные работы, что как бы вот смотришь на них и сердце радуется, да. И вот сейчас бы хотел бы кратко, быстренько показать вам презентацию. Может быть, какая-то информация, полученная от меня, она сподвигнет вас на создание своих проектов. Вот. Использование спутниковой информации в биологических исследованиях. То есть я тут вкратце хочу показать следующее. Как мы используем информацию, полученную от спутников. Вот это как бы вкратце такие есть у нас спутниковые снимки. Многие из них бесплатные. Ну, то, что здесь указано на слайде, это все бесплатное, да. И вот то, что внизу фиолетовое, у нас данные с БПЛА, это квадрокоптеры. Сейчас квадрокоптеры тоже вообще активно входят в жизнь, да. Сейчас, наверное, не знаю, наверное, лет через года 3-4, наверное, в детских садах уже будут преподавать квадрокоптеры, да. То есть это вообще везде активно используется. Мы, вот, например, ездим по республике, видим, что во многих сельских школах тоже есть свои квадрокоптеры, да. Но их тоже можно использовать, потому что съемка с них – это наилучший материал большого разрешения, то есть фактически в режиме реального времени созданный, да. То есть вы как бы материалы вы можете получить сейчас как бы абсолютно бесплатно. Дальше. Следующее. И вот я указал здесь некоторые основные направления, по которым работает наш институт биологии. Это вот создание геоботанических ландшафтных карт по спутниковым снимкам, то есть мы берем спутниковые снимки, проводим в этой местности полевые работы, или, может быть, даже не проводим, берем какие-то архивные материалы и производим дешифровку. То есть по каким-то параметрам мы выделяем, у нас лес лиственничный, лес сосновый, там, луг такой-то, степь такая-то, вот. Также исследование лесных пожаров, это тоже есть открытые источники, по которым можно исследовать. Там можно проводим исследования, почему пожары возникают, где они проходят, их последствия, и реально ли вот как бы эффект этих пожаров. Потому что вот хотел бы тут добавить, очень много говорят про пожары в Якутии, показывают карты спутниковые, да, что у нас даже есть такие статьи. Если их читать, то получается, что мы уже давно Связь живем пропала, да? в пожарище, да? У нас, то есть, весь лес сгорел, леса не осталось. Но такого же нет. Звука Да? нету.
Мы же как бы, особенно вот люди из поселков, знаете, что лес-то вокруг есть, остался. Потому что у нас особенность нашего леса в том, что у нас часто происходят низовые пожары, да, так называемые горельники. То есть, вы сами знаете, снизу хвоя, ветки обгорают, а лес остается. У нас свойство леса наше такое. И вот как раз вот именно на этом можно было бы провести тоже очень много проектов. Как раз потому что пожары у нас проходят постоянно, но вот какой эффект от этого пожара, сгорел лес, не сгорел, насколько он сгорел, да, вот тоже можно сделать такие проекты, да? И как раз используя открытые источники и проводить полевые работы. Спутниковое слежение за миграцией животных, об этом я подробнее дальше скажу. Исследование по балансу углекислого газа и метана тоже скажу потом, и моделирование ареалов для животных и растений тоже более подробно дальше будет указано. Дальше, следующий. Вот основные получения GIS-данных. Да? То есть GIS – это компьютерная картография. Тут и 3 основных источника данных. Это векторизация готовых карт, которые уже были созданы. Мы потом создаем GIS-данные по литературным данным. То есть как бы карты такой готовой нету, но есть материалы определенные, и мы, используя спутниковые снимки, что-то, какие-то модели, мы можем создать новую карту. Да? И самое как бы бурно развивающееся наше направление – это вот создание собственных GIS-данных по спутниковым снимкам. Это нужно, чтобы понять, где какая растительность, или как, например, очень часто у нас бывают заказы в институте, то есть, или как будет влиять деятельность горнодобывающей компании, или что уже изменилось в результате ее деятельности. Да? Вот, также оценка происходит охотничьих угодий по этим данным. То есть и особо охраняемые природные территории. То есть тут спектр применения таких GIS-карт очень широкий. Следующий. Вы тоже можете создавать собственные GIS-карты и применять их. Да? Это вот показана такая как бы из учебника схема. То есть у нас есть какой-то объект, который вы хотите изучить. Берете спутниковый снимок или снимок БПЛА своего квадрокоптера, производите дешифрирование. Вот то, что внизу фотограмметрическая обработка, уже как бы особо не бойтесь. Да? Это вот раньше было сложным процессом, сейчас это все уже автоматизировано. Буквально в GIS-программах это нажатие пары кнопочек и, как говорится, вуаля, у вас все готово. Да? И вот создаете вы свою карту. И вот что мне особенно нравится, вот сейчас переходим мы еще к математическим моделям. То есть весь мир мы просто рассматриваем не как красивую картинку, а как набор цифр. Да? То есть вся поверхность Земли – это… Вот многие умные люди говорят, что наш мир очень странно математичен. То есть все, и даже в биологии, вот казалось бы, вот тут растет травинка такая-то, тут растет былинка такая-то, тут живет мышка такая-то, тут олень. Но если все это их жизнь интерпретировать, получается очень математично. Все это описывается с помощью формул. Да? Но формулы эти получаются именно после получения информации со спутниковых снимков. И вот как раз я вот занимаюсь тем, что вот сейчас моделирую ареалы животных, да, тоже попозже скажу, и как раз вот, и тоже там все математично, то есть все описывается через уравнения математически очень простые, да. Если, казалось бы, вот, как бы ареал оленя, например, да, ну, олень живет там, где есть еда, да, но все это, оказывается, можно вытащить из спутниковых снимков. Все эти цифры, все эти данные, и потом уже делать модели, и смотреть уже, как это будет влиять на животные, на растения в связи с изменением климата. Такие тоже можно, то есть вы не бойтесь, что я сказал какую-то страшную вещь, да, это все упрощается, это все становится доступным, да, даже для школьников, для учителей, то есть надо просто пройти первый курс, как я говорил, да, первый толчок, и у вас все получится. Дальше. Следующий. Тут просто показана схема, вот как мы создаем геоботанические карты по спутниковым снимкам. То есть если все зависит у нас от разрешения спутниковых снимков, и, естественно, какое разрешение, такая GIS-карта у нас получается. Да? Это все зависит от цели и задачи. Не всегда, никогда не старайтесь создать очень подробную, точную карту, как внизу.
Потому что иногда бывает, что полезнее создавать карты масштаба, как верхние, чтобы, например, оценить изменения природной среды вокруг, например, в вашем ОУСе, вокруг вашего населенного пункта, да, или, например, в вашей части Якутии, да, вот центральная Якутия, там, юго-западная Якутия, вот, чтобы целиком обозреть всю эту территорию, надо подняться выше, да, тем самым разрешение сделать меньше. И тоже как бы вот работы будут хорошие. Дальше. Наша схема работы такая, то есть мы берем спутниковый снимок, примерно его оцениваем, потом выезжаем в поле, кстати, вон там полевые работы, там вот на фотографии неплохо видно, но там сидит Михаил Михайлович Чиросов, да, который на 15 лет моложе теперешнего, да. Вот. Потом мы приезжаем из поля, эту уже информацию мы прилаживаем к спутниковому снимку и получаем уже нашу GIS-карту, которая позволяет уже что-то получить, какую-то информацию. Чаще всего это расчет площадей, да? То есть, например, уменьшение площади озера или разрастание населенного пункта или уменьшение лесистости, да, в каком-то определенном районе. То есть вот такую информацию мы получаем, все рассчитываем. То есть здесь программа сама считает площади, и вы уже в конечный итог выдаете уже какую-то информацию, которая очень будет важна и актуальна для, ну, то есть ваш проект будет актуален, важен, и вы можете где-то занять хорошие места, там, опубликовать хорошую статью. Дальше. Сейчас у нас в институте очень активно используют спутниковые трекеры, так еще спутниковыми ошейниками их называют. Вот на фотографии видите, вот спутниковый ошейник это для больших животных, а внизу это для птиц. Впервые у нас начали изучать миграции стерха. Вы все, наверное, про него прекрасно слышите. Один из символов нашей Якутии. То есть закрепляли на ноге, стерх мигрирует. То есть, ну, все то есть, ученые знали, где он проводит лето, где он проводит зиму, но где он останавливается, пока летит туда и обратно, не знали. Благодаря этим спутниковым трекерам удалось узнать, где останавливаются стерхи. И на территории Якутии везде, в тех местах, где они останавливаются, созданы особо охраняемые природные территории. То есть их там защищают, да, на пути миграции. Вот все вот на верхнем снимке есть овцы-бык, тоже интересное животное, привезенное к нам в Якутию. Успешно акклиматизируется, потому что он раньше как бы обитал у нас в тундре. И сейчас тоже повесили спутниковые ошейники, и сразу стало ясно, то есть были сделаны очень интересные открытия, такие, что казалось, что овцы-бык вроде бы пасется фактически на одном и том же месте, но оказалось, что молодые особи чуть ли не всю Якутию пересекают за одно лето, да? Несмотря на то, что наша Якутия большая, да? Также вот спутниковые ошейники были повешены на диких северных оленях, и были получены очень интересные данные, которые вообще опровергали старые данные. Если раньше, например, думали, что олени мигрируют по одному пути, то оказалось, что они вообще, то есть, например, на северо-западе Якутии олени вообще уходят в Красноярский край и потом возвращаются обратно. Да? И в зимнее время они фактически доходят до города Мирного, да? Что было удивительно. То есть, видите, раньше этого не знали, даже как бы не догадывались, думали, что они зимуют в лесотундре, а оказалось, что они уходят в таежную часть. Сейчас, видите, вот специалисты вешают ошейник на косулю, вот фотографии есть, и тоже получают очень интересные данные. То есть в этом спутниковые ошейники, они, как бы, то, что меня радует, они все дешевеют и дешевеют, да? Если раньше стоимость одного ошейника равнялась стоимости джипа хорошего, да, с небольшим пробегом, то сейчас фактически, ну, я точно не помню, но намного дешевле, они очень доступны, потому что активно сейчас еще используются спутниковые ошейники, сделанные в нашей стране, и поэтому они не очень дорогие. Да? Правда, жалко, что, вот, конечно, спутники, которые засекают сигналы с этих ошейников, это импортные, да, европейские. Но будем надеяться, что как бы и появится и российская система, основанная на системе ГЛОНАСС, и тогда спутниковые ошейники станут еще дешевле, да, вот, и тоже как бы вот в этом направлении тоже можно сотрудничать с биологами, в принципе, в помощи в поле, в тайге им,
чтобы повесить ошейник на какое-то животное и получить доступ к информации и уже анализировать. Потому что одно дело повесить ошейник, получить данные, как целый год, например, животное куда ходило, но вот очень большой вопрос – это почему оно ходило. Да? Почему пошло туда, почему пошло сюда. Вот как раз для этого активно используются спутниковые снимки, и на этом деле тоже можно делать очень хорошие проекты. Следующее. Это вот как раз показана миграция стерха, тоже как раз созданная именно вот на основе слежения по трекерам. Да? Вот видите, то есть есть определенные популяции, и тоже как бы вот тут было сделано много открытий, потому что раньше думали, что стерхи всей России летят все в одно место, а оказалось, что они вообще даже как бы из Якутии, они зимуют в разных местах. Да? Следующее. Это вот у нас есть такой стационар на Спасской Паде, и также есть он в Усмайском районе, потом в Чакурдахе. Эти станции, они изучают газообмен между деревьями, растениями, вообще экосистемами, почвами. И были получены очень интересные данные такие, что, оказывается, наша тайга, наша тундра, они кислорода фактически не выделяют. Да? Получается, баланс у нас отрицательный. Мы больше поглощаем кислорода, чем наши экосистемы выделяют. Да? То есть, как бы наша тайга не является легкими Земли. Вот. Легкими Земли на самом деле является мировой океан, да? Фитопланктон, который выделяет больше количества кислорода, который мы потребляем. И с помощью спутниковых снимков информации полученной соединили эти данные, и оказалось, что вот баланс углерода, метана очень сильно зависит от температур. То есть чем сильнее нагревается наш лес, тем больше из почвы, из леса выделяется углекислого газа, метана. То есть, наоборот, получается еще больше парниковый эффект, и как бы этот цикл еще больше запускается. Да? Вот такие интересные данные были получены. Следующее. И вот моделирование ареалов, чем я активно сейчас лично занимаюсь, это вот то, что мы уже с помощью специальных программ, используя GIS-карты, спутниковые снимки, мы уже рассчитываем ареалы животных, где они обитают. Если раньше просто брали точки находок, ставили их на карту и грубо обводили карандашом и считали это ареалом животного или растений, то сейчас уже, видите, все делается с помощью специальных программ, которые основаны на математических уравнениях. Да? И как раз вот очень хорошо то, что вот эти модели позволяют вводить другие переменные, то есть другой климат, например, будущий климат, какой будет через 50, через 100 лет, да, и посмотреть, что будет с животным, да? Как изменится его ареал, то есть и посчитать, каким видом глобальное потепление угрожает, а каким, наоборот, кто будет себя чувствовать еще лучше. Да? Вот, например, снежный баран, если будет потепление климата, то у него, естественно, среда уменьшится, потому что горные тундры начнут уменьшаться, лес полезет в горы, и снежному барану будет плохо. Да? А вот изюбру будет хорошо, да? Он уже, наверное, до Жиганска дойдет, уже и может быть дальше. Да? Вот. То есть вот такие вещи тоже делаются с помощью ГИС, с помощью спутниковых снимков. Дальше. Вроде все, да? Вот как бы такой краткий обзор у меня. И напоследок я бы хотел сказать, чтобы если меня слушают учителя, то вот я очень много занимаюсь школьными проектами, студенческими проектами. И вот не только учителя, чтобы участвовали, учителя биологии, географии, учителя информатики, и даже учителя ОБЖ, вот используя спутниковую информацию, можно переключить. Выключить. Выключить. Используя спутниковую информацию, вот, геоинформационные программы, да, можно делать очень интересные проекты. Вот сейчас мы, например, как бы в Кванториуме со школьниками занимаемся, что делаем как бы панорамные туры, и как раз как бы используя их чтобы школьники познакомились с зданием, узнали, где есть аварийные выходы. Ну, буквально вот такие вещи делаются с помощью GIS-программ, а с помощью спутниковых снимков, с помощью квадрокоптеров можно, конечно, получать многое, делать очень интересные проекты. И хотел бы напоследок сказать, что то, что я уже говорил, то, что спутниковая информация стала очень доступная,
И если поинтересоваться, есть такой сайт, называется GIS-Lab, можете забить в Гугле, он вам покажет, да. Туда можно зарегистрироваться там и очень прорабатывать спутниковые снимки, какие проекты есть. Также есть программы, например, такие программы, как, ну, многие знают, Google Земля, да, Google Earth, Яндекс карты, да, вообще, которые как раз позволяют буквально вот простым инструментом, сидя в интернете, что-то уже картографическое создавать, да. Но вот мы все-таки говорим про нашу космонавтику, про полет Гагарина, и просто как бы к этой мажорной, то, что как бы я мажорное сказал про то, что сейчас бурно все развивается и все доступно, к очень большому сожалению, мы практически не используем наши спутниковые снимки. Хотя как бы по линии Российской академии наук, где я работаю, присылают их, но мы не пользуемся, потому что аппаратура очень слабая. Да? Она вот не сравнится с американскими или европейскими спутниками. То есть как бы ракеты у нас мощные, хорошие, да, как бы люди есть, но вот именно аппаратура, которая снимает Землю, вот именно в этом месте очень слабое звено. И наши спутники присылают очень, как бы, ну, если так грубо говорить, очень плохие фотографии. Да? То есть если как бы иностранцы присылают фотографии цветные в HD качестве, то у нас черно-белые фотографии плохого качества, да? Если вот так грубо утилизировать. То есть, видите, ребята, как бы есть большой задел, надо делать прорыв. Все-таки мы держава, которая первая запустила человека в космос, и очень стыдно, да, что вот именно вот такие вещи происходят. В принципе, вот наши спутниковые снимки должны быть все-таки самые лучшие в мире, да. Вот. То есть именно вот отставание в такой элементарной базе очень большое, и вот вам нужно это дело закрыть, да, то есть вырваться вперед, помочь стране. И поэтому то, что вот до меня говорили специалисты, как раз очень нужная вещь. Вот мы, я как пользователь, да, прошу вас, короче, развивать эту технологию, развивать спутники, развивать ракеты, чтобы наша страна была всегда впереди. Спасибо за внимание, всем удачи. Спасибо большое, Борис Захарович. Замечательный рассказ, очень хороший, так как все начиналось у вас, да, кстати, с поездки в Америку, в Монтане, все это зародилось, да, интерес у вас, и потом и пошло, и поехало, да, кстати. Сейчас это все переводится нашим юным исследователям, и как раз я вот вспомнил рассказ одного такого студента, который учился в Гарвардском университете, и я его спросил, как он все-таки поступил, да, он был из очень такой далекой маленькой школы в Штатах, да, из Алабамы, какой-то там провинциальной, да, кстати. И он рассказал историю, что в этой школе он первый человек, который поступил в высшее учебное заведение за 150 лет истории этой школы. И единственное, что он сделал, да, кстати, это фактически сумел через интернет найти бесплатные совершенно снимки со спутников, и он создал свою программу, по которой он исследовал распространение пожаров, создал математическую модель. Фактически это ему ничего не стоило, но стоило ему 3 года исследований, и его проект получил золотую медаль как раз инженерных конкурсов, и благодаря этому он поступил в Гарвардский университет. Вот такая история. То есть фактически получается сейчас кто угодно может это сделать, лишь бы было желание, да, эти знания математических, аппарата математического, который человек может узнать, потому что это, естественно, язык природы, язык человека на самом-то деле, да, мы же создали фактически математику, да, для того, чтобы моделировать ее, моделировать окружающую природу, и, как сказал Борис Захарович, природа удивительно математична. И это... Но в любом случае, да, так сказать, это факт, который я соглашаюсь с этим, да, что действительно природа удивительно математична. И, ну, да, так сказать, потому что, естественно, люди всегда думают, что Бог и человек очень сильно связаны, да, так сказать, это, скорее всего, да, его вселенная. Но сейчас я передаю слово нашему местному Богу, да, так сказать, Михаилу Михайловичу Росов, пожалуйста.
На самом деле, очень хорошо, что у нас как бы такой дальневосточный тренд получается. На самом деле, Дальний Восток в плане космических снимков и получения даже определенных территорий, у нас есть такие территории, которые достаточно редко даже туда, можно сказать, образно заглядывает космические аппараты. И, конечно, развитие космической аппаратуры для нас, ДДЗ, зависит во многом от качества оптики. И вот качество оптики у нас пока в нашей стране не позволяет, как сказал Борис Захарович, во многом оптики, да, делать. Если вы помните, что это, многие устройства у нас еще построены на базе трофейных технологий, которые мы взяли от Германии, Карл Zeiss и так далее. Ну, вот сейчас я нахожусь в городе Санкт-Петербург, как раз это место, где вот фотоаппараты наши, в том числе первые, но это все оптика, и, конечно, надо это все развивать, и то большое направление спутникостроение, ракетостроение и так далее, это необходимо обязательно. И я посмотрел 12 апреля тоже много интересных вещей по пропаганде в целом профессии, связанные с космосом. Это все правильно, но мы люди, которые ставят планку для тех всех устройств, которые мы, ну, пользователи, да, как Борис Захарович сказал, мы как раз и нужны для того, чтобы доказать полезность космических расходов. По сути, конечно, космические расходы – это, в принципе, не расходы, а доходы больше, потому что интернет, обеспечение связи и первый спутник Земли, он только и делал, что высылал просто сигналы. Сейчас уже это огромная такая платформа, в которой там все есть. То есть, соответственно, и, конечно, используются космические снимки. Борис Захарович немножко не рассказал про оптику, про каналы, которые там, они отражают определенную информацию. И, конечно, это все надо развивать и развивать. И мы надеемся на то, что не только будут подниматься определенные спутники, насыщенные информацией по позиционированию, изучению космических лучей и так далее. У нас тоже в Якутии есть институт, который имеет уникальные установки по фиксации космических лучей, определенных частиц, высокой энергии, так называемая установка ШАЛ. Но, по сути, вот направления, которые по использованию в нашей стране надо все-таки развивать и развивать. И у меня тут будут немножко такие общие вещи, но вот все равно что-то опирается на те фундаментальные предметы, которые мы учим в школе. То есть, в первую очередь, надо назвать географию. География – это наука, которая комплексная, в ней есть много направлений, даже есть и экономика, и биология, и так далее. Поэтому есть даже такие направления, как биогеография, экономическая география и так далее. Ну, одно из направлений – это геоинформатика. Внутри она как раз на стыке между географией и информатикой. Ну и такое название, как геоматика, уже сейчас уже является нормальной. Для Павла я скажу, что у нас в Северо-Восточном федеральном университете есть магистратура совместная с университетом, это Франция, Экс-Марсель, и там готовят магистрантов. В частности, Борис Захарович закончил магистратуру вот, прикладную геоматику нашего Северо-Восточного федерального университета и французскую. Ну, это вот немножко, что география очень важна, нужна, она охватывает кучу сфер, и во всех этих сферах можно применять геоинформационные технологии. По сути, геоинформационные технологии, они универсальны, и они используются всеми, могут использоваться всеми направлениями для школьников, говорю, в том числе археологи, историки, этнографы даже могут использовать, даже специалисты в области изучения языков, ну и, конечно, такими уже геопространственными науками, как геология, география, биология и так далее. Ну вот прикладная такая отрасль, которая больше техническая, это картография, и вот там достаточно много производственных аспектов, передачи цвета, выпуска карт и их, в принципе, уже выход на печатную производственную деятельность, это уже картографические аспекты. Ну, есть еще вот такая
можно считать, основа основ всех исследований и всех работ – это топография. Мы без топографических карт, без геоориентирования никак не можем обойтись. И тут много, конечно, секретности, потому что очень важно все равно обеспечивать некую безопасность нашей страны. Ну и есть еще точная специальность, которая тоже имеет отношение к геоинформатике, это геодезия, это вообще техническая специальность, которая уже опирается на те же самые геопозиционирования, в том числе на беспилотные технологии, где уже, собственно, нужна точность до миллиметров, сантиметров, где необходимо делать измерительные вещи. И это все тоже большой пласт таких направлений, в которых, в принципе, геоматика, геоинформационные технологии должны пониматься как уже обычный инструмент, как вот, например, мы пользуемся телефоном, в котором уже есть геоинформационные как бы, подходы, в частности, геопозиции. И геоинформатика, и то, что мы рассказываем, это вообще уже основа жизни. Как мы пользуемся Word, Excel, все презентации делаем, это очень скоро становится такими вещами. У Google есть уже определенные приложения мощные, которые тоже выходят на геоинформационный уровень, и там достаточно многие процедуры уже сделаны на мировом уровне. Ну и вот здесь расписано немножко про геоинформатику, чем она занимается, но Борис Захарович не стал говорить, да, ну, в принципе, это как пирог, слоеный пирог, где много слоев информации, и когда они вместе собираются, и между ними связи, получается новая информация. То есть новизна состоит в том, что кумулятивный такой эффект, и когда все соединяется, это уже является инновацией. То есть геоинформатика – это, по сути, инновационная отрасль. Ну вот что такое сейчас нынешний телефон, который мы все носим в кармане? Это соединение нескольких вещей. Телефона, компьютера. Когда это все соединилось, это стало новым явлением и огромным бизнесом, и сейчас уже самые капитализируемые предприятия, самые богатые основы – это и уже, значит, телекоммуникационные вещи. Вот наши все алмазодобывающие, золотодобывающие нефтяные компании, они уже по капитализации уже дешевле, меньше стоят, чем Microsoft, Google, Apple и так далее. То есть есть уже вот такое направление, но и в том числе геоинформатика является частью одного из таких вещей. И сейчас очень много программирования, и это очень правильно, что не географы там начинают преобладать, а сочетание, работа в команде. То есть невозможно чисто информатикам проявить себя в геоинформатике и чисто географам тоже проявить себя там. Это все вместе. Вот я насчет выпускников геоматики могу сказать, что вот эти два человека, Наташа и Моисей, они сейчас, вот, на мой взгляд, вот для меня лично это те люди, которые вот, олицетворяют ярких представителей новой поросли геоинформатики, которые какое-то время, через некоторое время уже сменят более взрослых людей, и у них квалификация очень достаточно высокая. Наташа работает в Санкт-Петербурге, в Геоскане, Моисей сейчас учится в аспирантуре во Франции, и это вполне посильно, это наши ребята, которые учились в Якутске, и они достигают определенного уровня. Ну, по поводу, где же геоинформатика в плане бюджетных финансирований, это вот национальный проект «Цифровая экономика», и где есть разделы, связанные с цифровой картографией. То есть вот на большом уровне все это дело поставлено. Тут просто я показываю им те слайды, которые государство делает большой вклад и понимает, что цифровая экономика и цифровая картография, они должны помогать народному хозяйству. Вот это немножко цифры календарные, и детей это большой роли не играет, но вы просто должны понять, что это большая государственная политика. То есть интерес к этим специальностям, подготовке, она будет везде. Видите, вот даже раз карта. Россия по-любому географична. Когда у нас 9 часовых поясов, это по-любому география. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, 6 часов разницы с Якутском. Здесь Павел, Владивосток, это еще 7 часов и так далее. Ну и вот геопространственные данные нужны для регионов везде. Но это немножко вот те журналы, в которых можно получать информацию, все равно есть и бумага.
гораздо больше участников становится, которые занимаются сбором и распространением данных. И постоянное расширение геоинформационных приложений появляется, вот как Борис Захарович говорил, бесплатные в том числе. И вот все равно у нас вот вещь, которую надо преодолевать, это у нас достаточно много трудностей доступа к данным, где-то дублирование происходит. Ну и появляется рост проблем при обмене данных, созданных различными организациями. Ну вот это обменные форматы, они как были, так всегда есть, но все равно эта проблема потихонечку решается. Некий универсализм, некий стандарт уже начинается появляться, и молодежь уже, она совсем другая, и активно это может использовать. Вот немножко тоже дополнение по биологическим направлениям. Это ареал распространения довольно интересного вида, с которым надо бороться у нас в Якутии. Вот одни из самых северных точек конопли, с которым надо бороться, и успешно боремся. Ну и это вот примерно направление, которое можно в прикладных вещах, в биологических направлениях, ну и не только, но в сельском хозяйстве, в учете недвижимости и так далее. Таких приложений и направлений огромное количество. Это то, что мы интересуемся. Теперь поближе к детям и к учителям. У нас в республике, вот Павел, наверное, это слайды и так далее, надо обменяться, создано огромный перечень мероприятий для детей, и в которых надо участвовать. И вот из дальневосточников по многим проектам мы одни участвуем, как-то нам немножко скучно, что нету соседей наших, дальневосточников. Вот в «Шаг в будущее» практически только мы. По некоторым конференциям мы смотрели единичное число участников. Конечно, вы можете сказать, что Дальний Восток далеко, но Якутск по ценовой политике даже дороже в Москву лететь, чем из Владивостока до Москвы. Ну, эти многие вещи, наверное, знакомы, Сириус, Кванториум. Но у нас есть интересный такой конкурс, который я хотел бы немножко потом в дальнейшем рассказать. Это «Моя профессия IT», в которой мы внедрились туда геоинформационные технологии вот таким особым своеобразным конкурсом под названием ГИС, хакатон. Хакатонная технология, она многим нравится, она такая, как мозговой штурм, если проще говорить, и в нем мы получаем всегда поддержку от университета Экс-Марсель и вот от человека, который многие его знают, геоинформатики, это советник директора цифрового развития, лидера это Федерального центра геодезии, картографии и пространственных данных. Это Федора Шкурова. Он работал проректором по инновациям в МИИ-ГАИК, это ведущий все равно вуз, и он работал в Роскартографии на достаточно высоких должностях, сейчас он советник, довольно сильный. Ну, у нас еще наш единорог, айтишный, который фактически основную часть экспорта дальневосточного IT обеспечивает, это компания InDriver, Синет и Арсен Томский, он всегда поддерживает. У него, как открываешь InDriver, там сразу первым делом выскакивает карта, API-шки и бегают машинки. То есть уже можно посмотреть, кто где, сколько находится и так далее. То есть он тоже поддерживает конкурс «Моя профессия IT», в том числе ГИСовскую компоненту тоже. Вот мы такие кейсы даем детям, и дети их выполняют. И они выполняют в командах. Вот невозможно, чтобы ГИСовцы выполнили эти вещи, потому что тех заданий достаточно комплексные, что им приходится, конечно, брать минимум дизайнера, разработчика, IT-менеджер и GIS-специалист. Вот мы даем, чтобы 4-5 человек в команде работали, выполняли эти темы. Многие темы практикоориентированные, которых дают конкретные предприятия и выполняют их детские молодежные команды. И по некоторым из проектов они работают с ними дальше. В частности, уполномоченный по делам предпринимательства, по защите предпринимателей очень обрадовался, сейчас уже начинает отрабатывать 2 проекта для Минпредпринимательства и для себя. То есть, ну и такие еще есть. Ленские столбы получают консультации. Ну вот немножко отчет за прошлый год. Вот наши спонсоры конкретные, они давали конкретные призы и даже деньги. И у нас в прошлом году было порядка 130 тысяч нам дали для поддержки нашего конкурса. В этом году уже 220.
То есть мы, соответственно, динамично наступаем, все средства идут на поддержку участников тоже нужно мотивировать, заинтересовать. Ну, а вот конкурсы «Моя профессия IT», вот эти основные наши титульные спонсоры, вот как раз Арсен Томский, индрайвер, Майтона, который входит в пятерку лучших, ну, в десятку минимум компьютерных игровых фирм в мире, получает даже своеобразные там Оскары среди кино, а вот есть Оскары среди айтишников, они тоже их там получают. Ну и поддерживает наш Ростелеком, наш филиал. У нас конкретно из хакатона вот есть еще немножко кое-какие поддерживающие структуры, в том числе это фирма Ларет, они нас поддерживали. Ну и прошлогодние цифры 66 участников, в этом году у нас уже 130. То есть мы удвоили численность, и у нас участники есть за пределами, через геоквантум дали информацию, и подсоединилось 8 субъектов Российской Федерации, ну и Франция отреагировала. То есть, соответственно, у нас уже даже одна комиссия вопросы задавала полностью на английском языке и воспринимала. Ну, вот такая программа, 4-дневная, очень интенсивная. Мы любим IT-парк, они нас тоже любят, пускают. Ну, в этом году был полностью дистанционный вариант, ну, что, в принципе, тоже неплохо. Все это проходит на базе Дома научной коллаборации нашего университета. Вот это кейсы прошлогодние, в этом году были чуть другие. Ну, вот показываем наше открытие очное, когда не было пандемии. Это в основном вот молодежь, которая активно геоинформационной технологией занимается. Приходили министры, ректора, они заинтересованы, морально поддерживают наших детей. Ну, вот так это примерно работает. Дети получили призы, дипломы, сделали неплохие проекты, и это все вокруг геоинформационной системы. Мы хотим, чтобы наши дети видели, что и расширяли, пополняли. Может быть, не все придут в геоинформатику как профессию, но они, по крайней мере, будут понимать важность IT, важность пространственных методов и подходов. Ну, а все это ножками находится на вот этой программе, которая курировать. Я немножко пробегусь, дети в Якутии прекрасно знают, у нас с каждой школы до республики проходит порядка 8 тысяч детей, и в этом году на отбор, на республиканский дистанционный этап Василий Климович перелопатил с экспертами 4500 работ. Из них 1600 мы пригласили, и они все дистантно поучаствовали. Как ни странно, дистант оказался экономически очень выгодный, и многие регионы говорят, с нашего ЛУСа говорят, давайте в следующий раз проводить гибридный формат. Кто-то может приехать, кто-то не может. Поэтому расстояния у нас огромные, долететь до Якутска порой дороже, чем до Москвы, туда-обратно в одну сторону. Вот у нас такие цены. Ну и, соответственно, вот проходит в таком виде несколько туров. Это вот стендовый этап. Василий Климович и мы все организовываем. И вот одна из секций, это секция ГИС сокращенно, но по сути секции с длинным названием, в том числе беспилотники, создание спутникостроения и так далее. Но пока инженера наши не сильно к нам идут, но название открыто, можем рассматривать все вещи. Ну, это первый тур такой стендовый, второй тур у нас уже традиционный, секционный, где дети уже докладывают, вот наша программа и вот наши секции 6.6. Соответственно, вот всеобщее число секций огромно, 36 направлений. Ну и в Сириусе тоже есть определенные направления, вот беспилотный транспорт, связанные с... Ну, вообще, в принципе, во многих вещах есть геоинформационные технологии. В океанах, в больших данных тоже в том числе. Ну, у нас еще проходят международные интеллектуальные игры, и там есть, ну, был, по крайней мере, этап разработки программных продуктов.
Василий Климович, последней концепции я что-то не нашел, что она отбирается. Ну, просто и не весь мир знает, наверное, может, поэтому, но в целом, как элемент, такой надо, конечно, сохранить, потому что у нас в республике на данный момент уже 1100 участников конкурса «Моя профессия IT». И одна из задач – это с помощью этого конкурса и активной работы IT создать 17 IT-центров в наших районах республики. Амбициозная задача поставлена это главой нашей республики, и я думаю, уже есть наметки, где же они будут создаваться, во многом благодаря этому конкурсу. Ну, вот это то, что мы гордимся, МИИ, и, соответственно, у нас одно из направлений космоквантум, аэроквантум и геоквантум, это кванториум, отсюда много направлений пошли. Ну, сейчас есть Дом научной коллаборации в том числе, ну и такой определенный спектр секции ГИС «Шаг в будущее», но мы воспринимаем, что секция это открыта для всех, и можно с ними заниматься. Ну вот 333 школьника в этих 3 квантумах были в этом учебном году. Планка, в принципе, она не должна снижаться. Ну, и есть очень хорошее оборудование, которое используется. Ну, а сейчас делается новый корпус, учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, где вот планируется космический кластер на базе оборудования Ларета, который оперативно, дистанционно будет принимать материалы, принимать те снимки, которые, ну, в принципе, мы к ним привыкли. Есть сеть по стране, мы, если в Малой академии наук что произойдет, получим определенную часть комплекса, не полностью, нам все не надо, но и мы активно участвуем в этих мероприятиях. В частности, в прошлом году мы выиграли Олимпиаду кружкового движения именно по направлению как раз геоинформационных технологий. Есть специальный такой анализ космических снимков и геопространственных данных. И мы заняли там абсолютное первое место и в командном, и в личном зачете. В этом году вышли в финал, но уже как бы есть конкуренты посильнее, мы там даже в призы не попали. Но в целом как бы движение есть. А в прошлом году просто звезды сошлись. Был Леня Ким из Кемерово в нашей команде. Он очень хороший математик, информатик, такой с мышлением, анализ математических данных. И были 2 хороших гисовца с очень хорошей как бы подготовкой и большим упорством. И они достаточно абсолютно качественно выиграли все команды, которые вышли в финал. Но в этом году вот тоже Леня Ким остался с нами, но, соответственно, не удалось нам стать первыми, но даже это нормально, есть куда расти. Ну и вот это немножко про те предметы, которые в какой-то мере изучаются, и задачки, которые можно выполнять. Ну, немножко повторяется, я показываю вам это презентацию этой фирмы Ларет, которая позволяет, ну и они хотят, чтобы это все шло от начальной школы до карьеры, до вузов, колледжей и так далее. Ну и в целом вот у них есть комплекс материалов, они подготавливают основу. В принципе, неплохой прибор, и он, конечно, не такой инженерный, как у Юрия Николаевича, но кое-какие элементы соединения необходимы. То есть, соответственно, тоже неплохая вещь, она будет в новом корпусе Малой академии наук представлена, и мы там планируем работать уже в немножко другой идеологии. Ну и я вам хочу показать вот общий подход к выполнению тем направлений проекта, которые мы начали проводить в рамках проекта Сириуса. Здесь уже есть определенные результаты. Ну, единственное, что можно сказать, что Сириус мы брали темных лошадок, и из них не все как бы выжили, в кавычках. Соответственно, активно работает только 2 человека, но они делают очень неплохие вещи. То есть, соответственно, мы идеологию поняли и будем набирать на этот проект, на эту методологию уже наших якутских детей. И эта вот тема такая осталась.
в том числе авторы этого проекта текста, вот они здесь представлены. Ну и проект, который Василий Моисеевич уже в курсе, это мы должны оформить документы, правда, немножко пока тут все сложновато, у нас конкурс «Моя профессия» идет, под названием «Академическое наставничество школьных проектов республики». Сюда включается IT-направление. Я с радостью, ну, вы в курсе был, что заключено соглашение с IT-ассоциацией. Это все те резиденты, которые IT есть в Малой академии наук, и они вот в рамках этого проекта тоже получают определенное финансирование. Ну и это фактически лучшие дети, которые должны мы отобрать по линии «Шаг в будущее», предложить им направление тем и в области IT. Плюс это поддерживается целевым фондом Малой академии наук. Ну и это в рамках, в том числе при некое управлении образовательного центра Якутского научного центра «Саран», который имеет вот такие задачки, имеет такие направления, имеет различные проекты. Вот я хочу немножко остановиться. Вся эта великая экспедиция в XVII веке преследовала одну задачу. Они должны были доказать, что Евразия и Америка между собой разделены, что есть пролив. И, по сути, это сейчас элементарно было сделано наличием одного GPS, который показал бы, где, как проехать, и качественный морской суд. Но это судно, но вот в то время это была астрономия, геопозиционирование, то есть в какой-то мере, можно сказать, что развитие геоинформатики начиналось вот с таких первых геодезических астрономических наблюдений, которые великие люди вот проехали целых 10 лет, они изучали попутно, конечно, много аспектов, но и довольно интересных. Это тоже тема, которую мы хотим предложить детям, но это такое больше историка, биолога, этнографическая тема, но уже связана с пространственным анализом. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Это все направления, которые в Якутском научном центре, куда относится и наш институт биологии с Борисом Захаровичем, выполняет в рамках образовательной деятельности. В том числе проект Малой академии наук, который поддерживается, он тоже в один из этих проектов вписывается. У меня все. Я думаю, бедные дети, как они выдержали нашу огромную информацию, которую мы им дали, но вы герои, и я думаю, что надо, наверное, обсудить, или, ну, у нас обратной связи нет, да, у нас же мы только даем, поэтому Василий Климович, большое спасибо за то, что вы пригласили таких людей. Мне было интересно послушать всех. Юрия Николаевича прекрасно знаю, это всегда поддерживаю. Конечно, мне печально, что город Якутск по космоквантуму, по инженерных систем не первый становится, не лидер, но я радуюсь, что IT-клуб и НУРБА, тоже такой айтишный центр наш республиканский, он сейчас по конкурентности вышел на первое место, молодцы, им тоже надо развивать. И вообще очень много детей из районных центров, из отдаленных школ, они тоже активно участвуют и в планториуме, и в ДНК, и в целом везде происходит. Да. Так, у меня все. Спасибо. Спасибо, профессор. Замечательная история. Последний слайд, где показана целая экосистема, которую вы создали лично, мне кажется, надо сказать, где вы работаете и прочее. Это замечательно. И ну, всех очень благодарю, особенно Юрий Николаевич, Борис Захарович, Михаил Михайлович, да, и Андрей. Сегодня мы поговорили о тех проектах научных, исследовательских, которые наши юные исследователи занимаются еще в рамках деятельности Малой академии наук. И я так думаю, что это будет еще иметь продолжение в региональном центре по работе с одаренными детьми, потому что все это, в конце концов, приводит к каким-то технологическим, инженерным и прочим прорывам, которые очень нужны нам для развития нашей страны. Так что сегодня день особенный, 21 апреля. Ждем, значит, выступления нашего лидера, президента России, Владимира Владимировича Путина, да, что-то скажет хорошее, наверное, по научно-технологическим прорывам. Особенно в этот год
значит, который является годом науки и технологий, что очень для нас важно, да, так сказать. Ну, так совпало, что все это идет очень таким бурным и замечательным темпом, мне так кажется, по мере наших сил и возможностей. Спасибо большое, и я еще раз напоминаю, что мы все это делаем в замечательном месте, которое называется «Точка кипения» СВФУ, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, самого передового образовательного учреждения на северо-востоке нашей страны России и, значит, являющегося институтом развития фактически на целом большом гигантском регионе. И, пожалуйста, ребята, смотрите наш YouTube-канал Малая Академия наук, где все это будет выложено, и, соответственно, значит, трансляция проводилась также на YouTube-канале. Пожалуйста, смотрите, снова изучайте. Очень интересно было, много интересной информации. Спасибо большое, очень практический был такой разговор. Спасибо. Выходим. Спасибо, коллеги.